На уединенном острове Фиджи расположен роскошный курорт. Здесь белоснежные пляжи, теплые воды Тихого океана и идеальные условия для медового месяца. Именно в этом месте молодожены Кристи и Брэдли Доусон планировали провести один из самых счастливых дней своей жизни. Однако утром 9 июля 2022 года тишину этого райского уголка нарушил тревожный сигнал. Сотрудники отеля заметили, что гости из бунгало номер 11 не появились на завтрак. Дверь их виллы оставалась закрытой, а на ручке все еще висела табличка «Не беспокоить». Когда один из работников наконец открыл дверь, перед ним предстала картина, которую никто не ожидал увидеть в этом месте. В тот же день на соседнем острове нашли мужчину. Он был без обуви, в грязной одежде и выглядел изможденным. Бредя по пляжу, он повторял лишь одну фразу: «Мы просто поссорились». Что же произошло в ту ночь? Почему идеальный отдых превратился в кошмар? И главное, что скрывал Брэдли Доусон? Брэдли Доусон родился в 1984 году в пригороде Чикаго в семье среднего класса. Его детство было обычным: стабильная семья, школа, увлечение технологиями. Однако с ранних лет он отличался замкнутостью. Брэдли предпочитал уединение, редко общался со сверстниками и проводил много времени за компьютером, увлекаясь программированием и техникой. Родители считали его просто интровертом и не видели в этом ничего тревожного. В школе он был тихим, не конфликтовал, избегал шумных компаний и не участвовал в активной социальной жизни. Учителя отмечали его усидчивость и логическое мышление, но в общении с окружающими он оставался сдержанным и отстраненным. В подростковом возрасте он общался лишь с узким кругом знакомых и избегал лишнего внимания. После школы Брэдли поступил в университет на факультет информационных технологий. Учеба давалась ему легко, и он решил связать свое будущее с IT-сферой. Окончив университет, устроился в крупную компанию, где разрабатывал программное обеспечение. Однако через несколько лет осознал, что корпоративная среда его тяготит. Жесткая иерархия и однообразие офисной работы ему быстро наскучили, поэтому он решил сменить сферу деятельности. В поисках работы с социальной значимостью он устроился в некоммерческую организацию, которая помогала детям с эмоциональными и поведенческими расстройствами. Со стороны это выглядело как акт альтруизма, но коллеги заметили, что Брэдли держится отстраненно и не проявляет особого энтузиазма. Он выполнял свои обязанности добросовестно, но без искреннего интереса, воспринимая работу скорее как очередной карьерный шаг, чем как личную миссию. Брэдли всегда был сдержан в личной жизни. Долгое время его отношения оставались недолговечными, и лишь в 2019 году он решился на серьезный шаг – вступил в брак. Однако семейное счастье продлилось недолго. Спустя 3 года супруги развелись. Причины разрыва так и не были озвучены, а сам Брэдли избегал обсуждений на эту тему. Друзья полагали, что причиной могли стать его замкнутость и сложности в построении близких отношений. После развода он не стремился к новым романам, оставаясь для окружающих загадкой, сдержанный и скромный внешне, но в то же время отстраненный. Со временем начали всплывать тревожные подробности из его прошлого. Знакомые вспоминали, что Брэдли проявлял склонность к контролю в отношениях, хотя это не всегда было очевидно сразу. Особенно подробно об этом рассказала Кристин Беккер, девушка, с которой он встречался в университете. После трагических событий она дала интервью, где поделилась своими воспоминаниями об этих отношениях. По ее словам, сначала он казался заботливым и внимательным, но постепенно начал проявлять собственническое поведение. Брэдли задавал слишком много вопросов о ее планах, проверял переписки и старался ограничить круг ее общения. Ссоры происходили часто, и хотя он не прибегал к физическому насилию сразу, его вспыльчивость проявлялась в мелочах: резкие замечания, обидные слова, попытки морального давления. Кристин также вспомнила один случай, который стал для нее тревожным сигналом.
Во время очередной ссоры, когда она решила разорвать отношения, Брэдли не смог сдержать эмоций. Когда она уходила из квартиры, он догнал ее и сильно толкнул на кровать. Этот момент стал для девушки точкой невозврата. После этого Кристин окончательно разорвала отношения. Тогда она не обратилась в полицию и не делилась пережитым с друзьями, но этот случай оставил в ее памяти глубокий след. Этот инцидент так и остался в прошлом, не задокументированный официально. Брэдли не имел судимости, его никогда не привлекали к ответственности за насилие. Для большинства людей он оставался тем же тихим, замкнутым программистом, работающим в благотворительной организации. Но за фасадом уравновешенного и рассудительного мужчины скрывался человек, который не умел справляться с гневом, был склонен к контролю и избегал открытого выражения эмоций. Долгое время эти черты оставались незаметными для окружающих. Кристи Чен родилась в 1985 году в городе Болдер, штат Колорадо, в семье, где царили любовь и поддержка. Она была единственной дочерью Тао и Ся Чен, которые создали для нее все условия для счастливого детства. Отец, успешный предприниматель, обеспечивал семье стабильность и комфорт, а мать, энергичная и любознательная женщина, вдохновляла Кристи на изучение мира и поиск своего пути. Ся Чен с детства прививала дочери любовь к путешествиям. Вместе они объездили множество стран, изучали новые культуры и создавали воспоминания, которые Кристи ценила больше всего. Эти путешествия сыграли значительную роль в формировании ее характера. Она выросла смелой, целеустремленной и внимательной к людям. После окончания школы девушка решила выбрать путь, который соответствовал ее творческой натуре. Еще в детстве Кристи увлекалась кулинарией и проводила много времени на кухне вместе с матерью. Это хобби постепенно переросло в настоящую страсть, и со временем она осуществила свою мечту, открыв собственную кондитерскую в Колорадо. Ее бизнес оказался успешным. Кристи не просто продавала десерты. Каждое ее изделие было маленьким произведением искусства. Кондитерская приобрела хорошую репутацию в городе, а Кристи стала известной в своем районе благодаря нестандартным рецептам и внимательному отношению к клиентам. Но даже после достижения успеха она не переставала искать новые вызовы. Через несколько лет девушка осознала, что хочет сменить направление и заняться чем-то более значимым. С детства ее привлекала медицина, и мысль о том, чтобы помогать людям, не покидала ее. В какой-то момент это желание стало настолько сильным, что Кристи решилась на серьезный шаг. Продала свою кондитерскую и поступила на фармацевтический факультет. Учеба оказалась сложной и требовала полной самоотдачи, но Кристи никогда не боялась трудностей. Благодаря упорству и дисциплине она успешно окончила колледж и получила диплом фармацевта. Вскоре после этого она устроилась в одну из крупнейших аптечных сетей, где быстро завоевала уважение коллег и клиентов. Карьера складывалась удачно, но Кристи всегда мечтала о крепкой семье. Она выросла в атмосфере любви и понимания, поэтому родители стали для нее примером гармоничных отношений. Она верила, что сможет построить нечто подобное. Несмотря на стабильность в жизни, ей не хватало надежного партнера, с которым можно было бы разделить свое будущее. Эта судьбоносная встреча произошла неожиданно, в ноябре 2021 года. Подруга пригласила ее на девичник, и хотя Кристи не планировала знакомиться с кем-то, судьба распорядилась иначе. Среди гостей был Брэдли Доусон. Мужчина сдержанный, немного замкнутый, пришедший в качестве знакомого одного из друзей невесты. В шумной компании он выделялся своей отстраненностью и спокойствием. Это сразу привлекло внимание Кристи, которая умела замечать глубину там, где другие видели лишь внешнюю оболочку. Их разговор завязался случайно, когда они оказались рядом у бара. Первая непринужденная беседа быстро переросла в живой диалог. Оказалось, что у них есть много общего. Оба родом из Чикаго, болеют за одну и ту же бейсбольную команду и увлекаются бегом. Но больше всего Кристи поразил тот факт, что Брэдли работает в некоммерческой организации, помогая детям с эмоциональными и поведенческими расстройствами. Это совпадение ценностей и стремлений сблизило их практически мгновенно.
После девичника их общение продолжилось. Сначала это были сообщения и переписки, затем частые звонки, а вскоре личные встречи. Кристи все больше убеждалась в том, что встретила человека, с которым могла бы построить будущее. Брэдли казался надежным, внимательным и чутким, именно таким, о каком она всегда мечтала. Их роман развивался стремительно. Уже через 3 месяца после знакомства, в феврале 2022 года, пара поженилась. Они купили уютный дом в Мемфисе, где собирались воспитывать своих будущих детей. Хотя со стороны их отношения оказались идеальными, у Брэдли и Кристи начались проблемы, которые начали проявляться вскоре после свадьбы. Брэдли, казавшийся заботливым и добрым, в реальности обладал вспыльчивым характером. Он был склонен к контролю и ревности, что временами вызывало напряженность в их браке. Кристи, привыкшая к свободе и независимости, со временем начала замечать, что муж все чаще раздражается по мелочам, старается ограничивать ее общение с друзьями и становится холодным после ссор. Они нередко спорили, особенно на фоне бытовых вопросов и разницы в темпераментах. Кристи была открытой и эмоциональной, легко выражала свои чувства, в то время как Брэдли предпочитал замалчивать проблемы или реагировал вспышками гнева. Иногда их разногласия заканчивались тем, что Кристи уходила из дома, чтобы дать обоим время остыть. Но вскоре Брэдли возвращался к ней с извинениями, обещаниями и подарками, и она убеждала себя, что все наладится. Одной из самых острых тем в их отношениях была скорость, с которой они поженились. Многие друзья Кристи отмечали, что она слишком быстро приняла решение выйти замуж. Всего 3 месяца знакомства, и вот они уже строят совместную жизнь. Однако Кристи верила, что встретила своего человека. Возможно, она просто не успела увидеть тревожные черты Брэдли до того, как отношения перешли в серьезную стадию. Еще одной проблемой стало употребление алкоголя. Брэдли употреблял алкоголь чаще, чем, по мнению Кристи, было приемлемо, и в моменты опьянения его настроение резко менялось. Иногда он становился чересчур веселым и расслабленным, а иногда агрессивным. Эти моменты пугали Кристи, но она списывала все на стресс и усталость. В преддверии незабываемого медового месяца родители Кристи решили сделать молодоженам щедрый подарок – роскошную поездку на Фиджи. Они выбрали одно из самых романтических мест на Земле – остров Тёртл-Айленд, где когда-то отдыхали сами. Это было дорогостоящее путешествие, но для их любимой дочери они не жалели ничего. Кристи с нетерпением ждала этой поездки. Она верила, что совместный отдых поможет укрепить их отношения с мужем и позволит забыть о мелких недоразумениях, которые начали возникать в их повседневной жизни. Никто тогда не мог предположить, что это романтическое путешествие станет началом конца. В июле 2022 года Кристи и Брэдли отправились в долгожданное свадебное путешествие. Остров Тёртл-Айленд не был похож на обычные туристические курорты. Это был настоящий уголок уединения с кристально чистой водой, белоснежными пляжами и густыми тропическими зарослями. На всем острове располагалось всего 14 вилл, и каждая из них была спроектирована так, чтобы гости чувствовали полную приватность. Курорт не принимал детей, поэтому сюда чаще всего приезжали молодожены. Каждый постоялец получал личного дворецкого, готового исполнить любые его пожелания. Их вилла находилась прямо у кромки воды, на просторной террасе стоял гамак, а из окон открывался потрясающий вид на бескрайнюю лазурную лагуну. Кристи была счастлива, Брэдли тоже выглядел довольным. Он оценил тишину и уединенность этого места, где можно было отдохнуть от повседневной суеты. Первые дни медового месяца действительно напоминали сказку. Пара наслаждалась природой и обществом друг друга, гуляла по пляжу, устраивала романтические ужины на закате, посещала спа-процедуры и каталась на каяках. Кристи делилась фотографиями с родителями, рассказывая, насколько она счастлива. Ее мечта о беззаботном отдыхе с любимым человеком, казалось, наконец сбылась.
Брэдли с энтузиазмом участвовал в планах Кристи, с интересом исследовал остров, а однажды даже предложил устроить спонтанную прогулку на яхте. Их дни проходили в гармонии, и ничто не предвещало беды. Однако вечером 8 июля произошло событие, ставшее поворотным моментом. Пара отправилась на вечеринку, которая называлась «Семейный веселый вечер». Неформальное мероприятие с коктейлями, живой музыкой и танцами. Атмосфера была легкой и дружелюбной. Гости общались, танцевали и наслаждались отдыхом. Сначала Кристи чувствовала себя спокойно, она разговаривала с другими гостями и наслаждалась атмосферой, пока Брэдли отошел за напитками. Вернувшись, он выглядел расслабленным, но с каждым новым коктейлем становился все более разговорчивым и рискованным. Вскоре Кристи заметила, что он начал активно общаться с молодой женщиной из соседней виллы. Сначала это выглядело совершенно безобидно, несколько вежливых фраз, пара шуток. Однако вскоре Брэдли стал все больше увлекаться разговором, забывая о присутствии Кристи. Он смеялся, жестикулировал, и между ними становилась легкая, непринужденная динамика. Кристи наблюдала за этим с нарастающим раздражением. Переломный момент наступил, когда Брэдли пригласил эту женщину на танец. Кристи несколько минут пыталась игнорировать ситуацию, но когда поняла, что ее муж откровенно флиртует с другой, больше не смогла сдерживаться. Она подошла к нему и спокойно, но твердо попросила вернуться за стол. Однако Брэдли отреагировал раздраженно. Его тон стал резким, и вместо того, чтобы прекратить танец, он просто проигнорировал ее просьбу. Несколько гостей заметили напряжение между супругами, когда Кристи вновь попыталась увести Брэдли в сторону. Ссора вспыхнула мгновенно. Разговор становился все громче, несмотря на попытки Кристи сохранить спокойствие. Она упрекнула Брэдли за неподобающее поведение, а он ответил раздраженным тоном, обвиняя ее в излишней драматичности. Перепалка привлекла внимание нескольких пар, которые находились рядом. Кристи предложила уйти, чтобы не устраивать сцену. Брэдли, раздраженный, нехотя согласился. Они покинули вечеринку под взглядами других гостей и направились в сторону пляжа. Ссора продолжилась уже вдали от посторонних. Позже некоторые туристы рассказывали, что слышали приглушенные крики, когда пара шла по тропинке. Их спор становился все громче. Один из отдыхающих вспоминал, как внезапно услышал глухой удар, словно что-то упало или кто-то опрокинул мебель. После этого наступила пугающая тишина. Никто из гостей не решился вмешаться. На курорте было принято уважать личное пространство постояльцев, и многие решили, что это обычная супружеская ссора. Однако у некоторых свидетелей все же появилось тревожное предчувствие. Утром 9 июля работник курорта, отвечающий за уборку, подошел к бунгало, где остановились Кристи и Брэдли Доусон. На двери по-прежнему висела табличка «Не беспокоить», оставленная еще с вечера. Это показалось странным. Большинство гостей к этому времени уже завтракали или отправлялись на утренние прогулки. Мужчина несколько раз постучал, но ответа не последовало. Он прислушался, но изнутри не доносилось ни единого звука. Подождав еще немного, он осторожно открыл дверь своим ключом и шагнул внутрь. В помещении было тихо. Казалось, здесь уже несколько часов никто не двигался. На первый взгляд все выглядело как обычно. Постель аккуратно застелена, вещи на своих местах. Чемоданы не разобраны. Однако тревожное чувство не покидало мужчину. Пройдя чуть дальше, он заметил на полу едва различимые темные пятна, ведущие к ванной. Сделав несколько шагов, он заглянул внутрь и остолбенел. На холодном кафеле рядом с унитазом лежала Кристи. Она была одета в ночную сорочку, испачканную и смятую. Ее лицо почти невозможно было узнать. Глубокие гематомы покрывали кожу, губы были разбиты, а под глазами виднелись сильные отеки. На лбу была рваная рана. Рядом на полу валялась крышка бачка от унитаза, покрытая трещинами. На стенах и полу разбрызганная кровь, указывающая на многократные удары. Но самое страшное – ее поза. Она не просто упала, ее тело было сжато, словно в последнюю секунду она пыталась защититься. Колени подтянуты к груди, одна рука прикрывала голову.
Ошеломленный служащий застыл на месте. Бегом добравшись до администрации отеля, он, задыхаясь, пытался объяснить, что увидел. Сотрудники немедленно заблокировали вход в бунгало и вызвали полицию. Через 2 часа на остров прибыли сотрудники правоохранительных органов. Судмедэксперт, осмотрев тело, подтвердил, что Кристи погибла от мощного удара тупым предметом по голове. Однако характер травм указывал на то, что это была не одна атака, а серия жестоких ударов. Она не потеряла сознание сразу и пыталась сопротивляться, но силы были неравны. Заключение экспертов стало ключевым доказательством. Это было преднамеренное убийство, а не несчастный случай. На ее руках и плечах виднелись многочисленные царапины и ссадины. Под ногтями обнаружились микроскопические частицы кожи, признак того, что она отчаянно пыталась бороться. Но главный вопрос оставался открытым. Где был Брэдли? Сотрудники курорта были уверены, что он находился на острове ночью, но к моменту прибытия полиции его нигде не было. Обыскивая бунгало, полицейские обнаружили его вещи. Телефоны и смарт-часы лежали на прикроватной тумбочке, одежда была сложена, а чемодан стоял в углу. Все выглядело так, словно он просто ненадолго вышел, но среди вещей не оказалось паспорта и кошелька. Это стало тревожным сигналом. Во время осмотра территории один из сотрудников отеля сообщил полиции еще одну странную деталь. На пляже пропал один из каяков. Эта информация только укрепила предположение следователей. Брэдли использовал лодку, чтобы сбежать с острова ночью, однако дальше его след обрывался. Остров, который всегда считался тихим и безопасным местом, внезапно превратился в место преступления. Гости были шокированы, сотрудники отеля не могли поверить в случившееся. Курорт, известный своей уединенностью и спокойствием, столкнулся с ситуацией, к которой никто не был готов. Полиция немедленно связалась с береговой охраной и ближайшими полицейскими постами на соседних островах, чтобы начать поиски Брэдли. Он утонул? Смог добраться до суши? Спрятался где-то на острове? Ответов пока не было. Сразу после того, как тело Кристи было обнаружено, полиция начала операцию по поиску Брэдли Доусона. Остров прочесывали сотрудники правоохранительных органов и персонал курорта, но никаких следов мужчины не нашли. Единственной зацепкой для следствия оставался пропавший с пляжа каяк. Следователи предполагали, что Брэдли покинул остров ночью, воспользовавшись лодкой, но его дальнейшее направление оставалось неизвестным. Вокруг острова простирались километры воды, и он мог либо попытаться доплыть до одного из соседних островов, либо, если не рассчитал силы, просто утонуть в океане. Береговая охрана и полиция Республики Фиджи направили экстренные запросы на все ближайшие посты. Было принято решение прочесать прибрежные территории и проверить все сообщения о появлении неизвестного мужчины. Около 3 часов дня в полицейский участок одного из соседних островов поступил звонок от местного жителя по имени Манао Ратули. Он сообщил, что на пляже обнаружен неизвестный мужчина, который выглядел растерянным. Его одежда была покрыта грязью и песком, а на теле были царапины и синяки. Незнакомец говорил несвязно, повторяя одно и то же: «Мы просто поссорились». Полицейские немедленно отправились на место и вскоре подтвердили личность обнаруженного мужчины. Это был Брэдли Доусон. На момент обнаружения он находился в крайне истощенном состоянии. Его движения были замедленными, лицо осунувшимся. Он выглядел так, словно несколько часов провел без еды и воды, бесцельно блуждая по побережью. Его одежда была влажной, а на руках и ногах виднелись ссадины, что говорило о том, что он мог пробираться через кустарники или коралловые рифы. Полицейские задали ему несколько вопросов, но Брэдли отвечал сбивчиво, запинался и долго не мог сформулировать мысли. Когда его спросили, что произошло той ночью, он несколько раз повторил одну и ту же фразу: «Мы просто поссорились». Когда следователь спросил, где Кристи, Брэдли замер и лишь спустя несколько секунд ответил: «Я ушел, когда она уснула». Очевидно, он находился в состоянии шока, но это не отменяло необходимости его задержания. Брэдли был доставлен в полицейский участок на острове Витти-Леву.
Спустя несколько часов он дал первые официальные показания. Он заявил, что между ним и Кристи действительно произошла ссора, после чего он решил выйти на прогулку, чтобы успокоиться. По его словам, когда он покинул бунгало, Кристи была жива. Этот рассказ сразу вызвал подозрения у следователей. Во-первых, если он просто вышел из номера, зачем ему было покидать остров на каяке? Во-вторых, почему он не попытался вернуться утром? Несмотря на явные несоответствия, Брэдли продолжал настаивать на своей версии. Он утверждал, что не планировал сбегать, а просто хотел уединиться, но потом, испугавшись последствий ссоры, решил покинуть остров. Позже, после консультации с адвокатом, он стал менять свои показания. Он отказался от первоначальной версии о ссоре и начал утверждать, что не помнит деталей той ночи. На любые вопросы о причине своего бегства он отвечать отказался. В этот момент для полиции стало окончательно ясно – перед ними главный подозреваемый. После ареста Брэдли Доусона и его первых признаний, которые затем сменились отказами от показаний, началась подготовка к судебному разбирательству. Обвинение против него было выдвинуто незамедлительно. Прокуратура Республики Фиджи рассматривала это дело как убийство. Ожидание суда затянулось. А пока Брэдли оставался под стражей, без права выхода под залог. Родные Кристи требовали максимально сурового наказания. Для них потеря единственной дочери стала страшным ударом, от которого они не могли оправиться. Отец Кристи, Тао Чен, с самого начала заявил, что не успокоится, пока Брэдли не получит пожизненный срок. Мать, Ся Чен, в своих интервью открыто говорила о том, что этот человек лишил их смысла жизни, и они будут бороться за справедливость до конца. Прокуроры строили обвинения, основываясь на собранных уликах. Одним из главных доказательств стали выводы судмедэкспертов. Вскрытие показало, что Кристи получила множественные удары по голове и телу, а причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Врачи отметили, что характер повреждений указывал на жестокое избиение, а не на случайное падение. Другим важным элементом обвинения стали свидетельства персонала отеля. Работники рассказывали, что вечером 8 июля между Кристи и Брэдли произошел конфликт на вечеринке, после которого они покинули мероприятие. Несколько гостей слышали их ссору, крики и звуки борьбы. Эти показания подтверждали, что между супругами действительно случился серьезный конфликт непосредственно перед гибелью Кристи. Следователи также обратили внимание на поведение Брэдли после трагедии. Он не позвонил в полицию, не пытался вызвать помощь, а вместо этого скрылся, оставив тело Кристи в бунгало. Для обвинения это стало ключевым доказательством его вины. Однако защита Брэдли выдвинула свою версию событий. Адвокаты утверждали, что он не убивал жену преднамеренно. Главной линией защиты стало предположение, что между супругами действительно произошла ссора, но смерть Кристи была трагическим несчастным случаем. По словам защиты, в ходе конфликта она могла споткнуться и удариться головой. Адвокаты утверждали, что Брэдли не применял к ней преднамеренной силы, а его побег объясняли паникой и страхом. Прокуратура утверждала обратное. Характер травм Кристи исключал возможность несчастного случая. Разбитая крышка бачка унитаза, многочисленные гематомы по всему телу и следы ударов указывали на жестокое избиение. Судебные эксперты настаивали, что такие повреждения могли быть нанесены только преднамеренно, с применением значительной силы. Общественное мнение разделилось. Одни были уверены в виновности Брэдли, другие допускали, что он не желал смерти жены, но не смог сдержать свои эмоции. В течение нескольких дней обвинение представило доказательства, фотографии с места преступления, медицинские заключения, свидетельские показания. Защита пыталась оспорить эти факты, но улики говорили сами за себя. Зал суда был переполнен. Родители Кристи, ее близкие, журналисты и просто наблюдатели собрались, чтобы услышать вердикт по делу, которое стало шоком для общественности. Для ее семьи это было не просто разбирательство, а борьба за справедливость. Перед тем, как судья зачитал приговор, слово дали родителям Кристи. Они поднялись со своих мест и подошли к трибуне.
первой заговорила ее мать, Ся Чен. В ее голосе дрожь смешивалась с твердостью. Она смотрела прямо на Брэдли, который сидел с опущенной головой. Она говорила о дочери, о том, каким светлым и добрым человеком она была, как мечтала о любви и семье. Затем ее голос стал жестче. Она напомнила Брэдли, что он клялся заботиться о Кристи, но вместо этого отнял у нее жизнь. В ее словах звучали не только боль, но и ярость. Затем выступил Тао Чен. Его речь была короткой, но каждое слово звучало как приговор. Он заявил, что Брэдли не заслуживает жалости, что теперь ему предстоит жить в страхе и одиночестве. Он сказал, что его собственная жизнь потеряла смысл в тот момент, когда он узнал о смерти дочери, и что никакой суд не сможет вернуть ее. Когда судья начал зачитывать вердикт, зал замер. Брэдли Доусон был признан виновным в убийстве Кристи Чен. Суд приговорил его к пожизненному заключению с возможностью УДО не ранее, чем через 18 лет. В этот момент Ся Чен закрыла лицо руками, а ее муж сжал кулаки. Они ожидали этого решения, но оно не принесло им облегчения. Им было важно, чтобы Брэдли получил максимально возможное наказание, но никакой приговор не мог восполнить их потерю. Брэдли не проявил эмоций, он смотрел в одну точку, не реагируя ни на слова судьи, ни на реакцию людей в зале. Когда его выводили, он даже не взглянул на родителей Кристи. Спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта история, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много шокирующих и интересных историй. До скорых встреч!